Малый и средний бизнес получат субсидии для частичной компенсации расходов, которые связаны с ведением деятельности в условиях пандемии COVID-19, в том числе на выплату зарплаты работникам и перечисление страховых взносов. Каков размер субсидии, о комплексе мер налогового послабления расскажет Зелимхан Калоев. Федеральная налоговая служба начала прием заявлений на выплату субсидий, которые должны поддержать малый и средний бизнес во время борьбы с коронавирусом. На сайте налог.ру заработала простая и понятная форма. Воспользоваться ей могут организации и индивидуальные предприниматели из списка наиболее пострадавших отраслей. Это, например, общественное питание, гостиничный бизнес, пассажирские авиаперевозки, дополнительное образование. Обязательное условие получения средств сохранения рабочих мест. Чтобы узнать, подпадает ли бизнес под меру поддержки, достаточно просто зайти на сайт, где налогоплательщик может по ИНН проверить свой статус. Субсидию в размере 12 130 рублей получают предприниматели, наиболее пострадавшие во время пандемии. На данный момент у нас подпадает считаются наиболее пострадавшими 947 организаций и индивидуальных предпринимателей. Из них 740 это индивидуальные предприниматели и 207 юридические лица. Из них уже свыше 50 налогоплательщиков подали заявление на получение субсидий. На данный момент уже 7 решений принято, и в дальнейшем работа будет продолжаться. Выплаты будут на каждого работника за апрель и май. Соответственно, это более 24 тысяч рублей. Более того, у налогоплательщика не должно быть сокращения численности штата работников. Он должен быть сохранен на 90 и более процентов. Также должна отсутствовать задолженность по налогам и страховым взносам, превышающая 3000 рублей. Мы информируем налогоплательщиков, до подачи заявления необходимо погасить эту задолженность. Чтобы задолженность свыше 3000 рублей не превышала, необходимо погасить, потом уже, соответственно, мы можем принимать решения по выплатам. Это не единственная мера, принятая правительством, чтобы поддержать бизнес в сложное время. Приостановлены налоговые проверки, как плановые, так и запланированные до конца мая. Также налогоплательщики могут воспользоваться рассрочкой и отсрочкой. Заявление о получении отсрочки и рассрочки по налоговым платежам налогоплательщики могут подать до 1 декабря 2020 года включительно. Есть налоговые платежи, по которым на которые отсрочка не распространяется. Это, например, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых. Рассрочка предоставляется налогоплательщикам от 3 месяцев до 1 года. Так же, как отдельная мера поддержки, предусмотренная новым постановлением правительства, продление сроков уплаты налогов на 3, 4 и 6 месяцев. Помимо прочего, все налогоплательщики могут продлить срок предоставления декларации на 3 месяца. Это дает дополнительно налогоплательщику, учитывая, что у нас введен режим карантина, личный прием налогоплательщиков налоговой инспекции не осуществляется. Налогоплательщик из-за того, что может не беспокоиться ввиду этого, из-за того, что срок предоставления налоговых деклараций отсрочен на 3 месяца, налогоплательщик может спокойно переждать этот период и обратиться через 3 месяца с соответствующими декларациями. И за несвоевременное представление этих налоговых деклараций штрафных санкций в отношении налогоплательщиков, соответственно, применяться не будет. Всего в Ингушетии зарегистрировано 10 тысяч юридических лиц и предпринимателей. Все они из-за пандемии переживают не самые лучшие времена. Поэтому в ФНС призывают ознакомиться и воспользоваться этими мерами поддержки. Тем более сделать это можно, не выходя из дома. Зелимхан Калоев, Джамал Элтамасханов, Новости 24.